Дальше едем. Опять алиф, странная черточка наверху, скажем так. Если мы такую встречаем, то отчитываем третью букву обычно, но это если у вас глагол, поэтому ихдина. Здесь читаем как и. Ихдина переводится как повести, направлять и так далее. Опять у нас стоит хамс, аспирация, поэтому ихдина, ихдина, ихдина. И не говорите ихдина, ихдина или ихдина и пошел дальше. Нет, ихдина, потому что рядом стоит алиф, мад таби'и, то есть тянем на две огласовки. Здесь ташдид, значит, надо поймать нашу букву сот и пройти дальше. Как получится? Ихдинасы, это со, сы, су. Со, сы, су. Как будто у вас во рту горячая такая картошка. И щеки надуваются, когда вы произносите эту букву. Это сы. Вот. Многие говорят, что это... Вот, многие читают ее так, что у них бывают вытянутые губы. Вот вытянутые губы. Если вы вытянете, вы, наверное, меня поймете, увидите. Вот так говорить неправильно. Это сы. Губы неподвижные, работают нижние зубы. Именно нижние зубы у вас показываются больше. Сы. Когда вы произносите эту букву. Нижние зубы, запомните, показываются больше. Сы. И как будто во рту горячая картошка. Поэтому ловим. Ихдина сирото. Опять повторюсь, это не туа, это не сметана, сируатуа. Сируатуа мы не говорим. Сирото, то, т и о. В ингушском алфавите есть такая буква т. В русском ее нету, поэтому у многих могут возникнуть проблемы, но если они возникнут, скажите мне, обратитесь ко мне, посмотрим. Решить ваши проблемы. Едем дальше. Сто разобрались, она твердая. Читаем ее как то. Запомните, не та, не туа, а то. Поэтому сиротоль. Ловим букву лям, потому что наверху сукун, вау. Поэтому сиротоль. Мустаким. Многие говорят мустакин. Опять это старая привычка из книжек говорить и искажать смысл. И неправильно при этом. Очень грубо. Поэтому мустаким. Запомните, что на конце мим. И вдолбите это вашим детям, которые чаще всего произносят мустакин. И не говорите мустаким. Это неправильно. Мустаким. Опять видим хамс. Опять мустаким. Опять имеем право тянуть на 2-6 огласовок. Мустаким – это прямая. Опять стоит алиф, наверху которого странный такой значок. Поставили его для грамматики. Объясняю сразу. Почему? Аль-мустаким – это существительное в именительном падеже, переводится как прямая. Сират – это мост, путь. То есть поведи меня по прямому пути. Прямой путь. Чтобы было ясно, какой путь, обозначили вот такой алиф. Долго объяснять, поэтому пройдемся дальше. Первая буква у нас опять сы. Опять работают нижние зубы, внутренние органы. Нижние зубы показываются больше. Сы. Сирот-о. Сирот-уа не говорим. Сирот-о. Ташдид, вау, надо поймать. Сирот-о-лявина. Лявина, ви. ДЗ межзубная обычно, как я вам пишу. Потому что на писанине я не могу ее вам передать только через английскую T и H. А многие у меня не поймут. Поэтому ставим язык между зубов и говорим Z. Ви. Сиротон лавина. Здесь рядом буква Я. Зачем она ставится, если мы ее не произносим? В данном случае Я ударение для нашей буквы Ви. Поэтому это мад таби'и, то есть на 2 огласовки, на 2 пальца. Лавина, поэтому мы и тянем эту ви, если вы не знали. Говорю на будущее. Дальше. Звук, который у нас был в в начале. Ан'амта. Многие говорят ам-амта. Неправильно. Опять это старая привычка. Опять дети мне так все время читают ам-амта.
Неправильно. Тем более это не а, это обрывистый звук, который подвластен женщинам и детям. Мужчинам он особо не подвластен, поэтому многие шейхи читают многие читают. Мы можем его читать вот нам он подвластен. Амта, я уже говорила, работает середина вашей гортани. Амта. Едем дальше. Алейхим, не аляйхим или алайхим, как многие говорят. Почему алейхим? Потому что вот после этой лям у нас идет я сукунированная, поэтому она и придает этой букве лям как будто звук Многие меня спрашивали об этом. И когда мы говорим, то есть здороваемся, ассаляму алейкум, мы не говорим аляйкум или алайкум, мы говорим алейкум. Поэтому алейхим то же самое из-за этой буквы я. Уже говорила, добрая, хорошая буква, когда ваши гланды, ваши голосовые связки находятся в английской букве, положении английской буквы В. И получается алейхим, изхар стоит наверху. Здесь также изхар. Это значит, что мы не можем задерживаться на этих буквах, которые вот синие. Мы не говорим мы не можем сказать, нельзя. Ан'амта алейхим, и все. Алейхим мы не говорим. Идем дальше. Уайриль, не говорите уайриль, тоже нельзя. Просто уайриль. Гойн. У нас была айн, это теперь гойн. Вот видите? То есть у нее внизу был такой хвостик, она его отбрасывает в начале то есть когда в начале идет буква айн или гойн, этот хвостик отбрасывается и остается только головка. Гойриль, ловим лям, потому что наверху лям сукун. Гойриль магвуби, аль-магвуби, это разъяренный, злой или гнев и так далее. Поэтому здесь ставится алиф, наверху которого странный значок для грамматики. Гойриль магвуби, магвуби. Этот звук буквы волт можно произвести, когда вы подталкиваете свой язык к верхнему небу, и чуток этот кончик языка выходит за рамки ваших верхних зубов, и получается малвуби. Почему я тяну вуби? Потому что рядом у меня стоит воу буква. Наверху ничего не стоит, значит это ударение для этой буквы. Если наверху ничего не стоит у вас, наверху воу, то это ударение, которое можно тянуть на 2 пальца. То есть букву волт мы тянем на 2 пальца. Малвуби. Поэтому опять алейхим, не алайхим, уже говорила. Алейхим, изхар, опять. Мы не задерживаемся на этой мим. Алейхим. Мы не говорим алейхим просто. И последнее. Валявволин. Здесь стоит мад 6. Почему 6? Ведь когда мы встречаем вот такой волнистый мад, мы должны тянуть на 4, потому что это конец аята, по сути, и также многие шейхи разошлись во мнениях, что можно тянуть на 3 огласовки. К примеру, давайте я возьму такую фразу. Я Муса. Еще раз. Я Муса. Еще раз. Я Муса. Вот. На 3 огласовки, значит, именно на это же расстояние. И как получается? Вот так можно. Можно на 6. Можно также на 6, как я сейчас прочитала. Поэтому, если вам не хватит кислорода, вы оставите на 3. Если же хватит, будете тянуть на 6. И ваш лям, вы ее должны поймать в любом случае, потому что здесь таждид. Постарайтесь это сделать. Здесь стоит также на 2 и на 6. И не говорите лин. Неправильно. Лин. Опять нун ваша смыковывает
То есть смыкает всю вашу фразу, закрывает ее, как будто это был бы замочек. Также хочу еще кое-что вам сказать на заметку. Многие делают вот так. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Так неправильно делать, скажу сразу. صراط الذين أنعمت عليهم. Если вы останавливаетесь здесь, дальше у вас идет слово родительного падежа. А вы не можете начинать свой аят именно с этого места. Ведь родительный падеж, он, по сути, не может аят начинаться именно с этого, потому что алейхим гайрил магдуби, потому что дальше ваш смысл должен продолжаться, а вы, наоборот, исказили этот смысл, тем самым оборвав свое предложение вот на этом месте. Это грубая ошибка. Если же вам не хватает кислорода, вы хотите где-нибудь хотя бы остановиться, отдышаться, то вы должны остановиться вот здесь. Как получится? صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Вот. Потом снова повторяем фразу غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Потому что мы с вами остановились здесь, и чтобы снова не нарушать смысл аята, чтобы было понятно, о чем шла речь в начале, начинаем опять с этого места и заканчиваем вот этим. И получается в итоге вот так. Надеюсь, вам это было понятно. Если вы прочитаете перевод, вы поймете, о чем я. Я сейчас просто не хочу переводить это все, потому что для этого нужен не один словарь, чтобы вам грамотно все преподнести и говорить, в какой форме каждое слово стоит. Итак, надеюсь, вам было все это понятно, ясно. Если будут у вас вопросы, что-либо еще, то обращайтесь, я постараюсь на все эти вопросы ответить, иншаллах, если мне даст Аллах. На этом все. Я зачитаю ее сейчас для вас. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Аминь. Перед прочтением этого аята наберитесь, пожалуйста, кислорода, потому что осилить весь его вы не сможете, не набравшись кислорода. Поэтому наберитесь и желательно весь аят прочитать на одном дыхании. А если вы не можете, как я вам уже сказала, вот на этом месте останавливаемся и начинаем с этого. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.